вуду и друиды, ведьмы и шаманы, маги и жрецы. В любой эпохе у каждого народа была особая каста могущественных людей. Функции у них были практически одинаковые, только назывались такие люди по-разному. Каждый из нас, наверное, не раз слышал рассказы о страшных колдунах. Особенно такие истории популярны в селах. Сегодня в нашей передаче мы попробуем разобраться и понять, что же такое коми, колдовство и магия, религия, искусство или знание, чем занимались и какую нишу занимали в обществе колдуны, насколько они были опасны или, наоборот, полезны. Для уральских народов колдовство и знахарство всегда являлось очень значимой частью существования. Даже в фольклоре сформировался целый пласт сюжетов на эту тему. Это были не просто богатыри, как в фольклоре европейских народов, которые имели только лишь большую силу. У уральских народов главной особенностью героических персонажей всегда лежат еще и какие-то колдовские знания. И магия является частью их силы. Наиболее яркие такие мифологические сюжеты, в конце концов, оказывается, что все они связаны с людьми знающими. В большинстве случаев это может быть сюжеты, которые они сами запускают традицию, чтобы сохранить свой статус, или в силу того, что этот человек уже считается знающим, к нему подтягиваются какие-то тексты. Все эти персонажи, они эпические. Если в деревне уже такого нету, но вот на уровне сюжета, на уровне фольклорной традиции это все сохраняется. В любом поселении, в любом, даже в маленькой деревне всегда найдется человек, которому это все приписывается. Чаще всего это люди, действительно знающие что-то в какой-то области, или любую травницу могут мифологизировать, демонологизировать. Тем более, вероятно, все-таки они тоже обладают какими-то родовыми знаниями. Знания передаются, такие узкоспециализированные. Легенды и предания о колдунах хронологически можно разделить на две категории. В первой из них события происходят во времена исторические. Как правило, эти сюжеты связаны с миссионерской деятельностью Стефана Пермского. Его схватками с могучими язычниками, тунами-колдунами, в частности, борьба с Памом-сотником. Ко второй категории колдовского эпоса относятся многочисленные фольклорные сюжеты о жизни и деяниях различных колдунов и знахарей. Чаще всего прототипами являлись реальные, относительно недавно жившие люди, которые еще при жизни имели какую-то славу колдунов. Они владели довольно редкими ремеслами, были искусными в своем деле. Иногда это были просто люди, которые отличались своей внешностью или поведением от окружающих. Их образы нередко совпадали с легендарными колдунами-тунами, такими как Вымский Йиркап, Карткиросский Карт-Айка, Юрка, Шипича, Ошлапей. То есть речка, допустим, маленькая, или урочище какое-то место, вот там свой тунг, свой хранитель, свой дух. У коми сохранилось, здесь сильный колдун человек, и он охраняет вот это место. Твижайка, Паляйка, Миляйка, Ошлапей и так далее, они все привязаны к одному конкретному месту. Считается, что сильные колдуны не просто делали добрые дела и так далее, но они, если жили в какой-то деревне, в каком-то селе, они охраняли полностью вот это село. Они сетью окружали то место, где они живут, такой невидимой магической сетью, естественно, чтобы ничего такого постороннего, зловредного не могло проникнуть. Тяжелые условия жизни, суровый север, отдаленность от культурных центров удерживали народ коми на определенной степени мировоззрения. Скажем, коми-чикачищ, наводящий порчу, приносит только вред и болезни. А тойдыщ, знающий, умеет пользоваться приемами, приносящими благо. Часто способности таких людей обуславливались связью с чертовщиной, с демоническим миром. Но оказывается, это далеко не так. Если отступить от христианских мировоззрений, то колдуны – это люди, хорошо знающие и владеющие определенной системой знаний, как полезной, так и разрушающей. Каждый знахарь, он должен знать и светлую сторону, и темную сторону. Даже для того, чтобы бороться со злом, он должен знать это зло. Очень многое зависит от личных качеств. Были хорошие знахари, хорошие знающие, добрые, исцеляли, помогали. И к ним навязывались ученики, говорили, научи там. Очень много случаев, когда отказывали, говорили, у тебя чорт челема, то есть жестким сердцем, черствым сердцем ты много, говорит, плохого сделаешь людям. Иногда такие люди потом находили кого-то, искали, и, видимо, все это накапливалось еще. То есть какие-то чисто личностные качества такие.
Нельзя вот строго разделять плохие, хорошие, там, черное, белое и так далее. У Коми такого не было. То есть есть какие-то вот нюансы всегда, полутона. Про любого знахаря там рассказывают, что вот там лечил, помогал. И обязательно есть какая-нибудь история, где он там кого-то наказывал. За неуважение, за какие-то хамские поступки, может быть, еще за что-то. Колдовство – это определенная система действий. Она направлена на предметы и явления природы, на организм человека либо животного. В быту Коми сохранилось главным образом колдовство, которое выражается в порче и в лечении от порчи. Как правило, таких людей знали в округе. Колдунов опасались, а к знахарям обращались за помощью. Ведь медицины как таковой в Коми-глубинке не было. В каждом селе, я думаю, не один человек такой был. Кто-то посильнее, кто-то послабее. Ну, в любом случае, по поводу зырянских женщин говорили, что любая женщина обладает знаниями настолько, чтобы оберегать своих детей и домочадцев. То же самое у мужчин. Ну, у них больше в промысловой сфере, наверное, сохранялось. У кого-то способности были сильнее, медисила там внутренняя больше. Каждый знахарь, тем не менее, был индивидуален. То есть костоправствовали все, допустим, но у одного были одни способы, методы, у другого другие способы, у кого-то пожестче, у кого-то помягче. Немаловажную роль в ритуалах знающих играл и особый инвентарь. Считалось, что знахарь либо колдун должен знать про 12 остриев, 12 острых предметов для защиты, для самообороны. Нож, шило, иголка без ушка, ножницы, топор, веретено, коса, серп и так далее. Именно эти предметы помогали знающим людям в их ремесле. Использовали в магических ритуалах и 4 стихии – это земля, вода, огонь и воздух. Немаловажную роль играли те же шеги, кости овец. На самом деле это далеко не игрушки, с ними проводились определенные гадания. Это 4 основания, 4 варианта, а значит 4 возможности, скажем, решения той или иной задачи. Также считалось, что в них соединяются шуд и шог – максимальное горе и максимальное счастье. Часто атрибутика несла и защитную функцию. Медвежьи либо волчьи когти и клыки, которые подвешивали на поясе, оберег, как правило, у охотников и промысловиков. Магическую защиту для женщин несли украшения и орнаменты на одежде. Большую роль в работе колдуна играла и черная книга. Черная книга, она действительно встречается повсюду, в каждой традиции, вплоть до того, что указывает конкретно, от кого передалась, кому передалась эта черная книга. Очень часто там, где удается найти истоки, оказывается, что это просто Библия с черной обложкой. Там, где не удается, понятно, что появляется мифологема исчезновения этой книги, она не дается никому в руки, никто ее не должен видеть. Как бы это тоже еще одна из мифологем. Единственная рукопись, которую вот можно назвать принадлежащей черной книге, это вот была найдена в селе Поруб, Спас-Поруб 1936 года. Там при обыске обнаружили рукописи заговоров, на чердаке запрятанные были. И обнаружили в семье человека, которого считали уже таким же родовым колдуном. Там у них как бы из поколения в поколение. До сих пор во многих селах можно услышать рассказы о немыслимых и необъяснимых возможностях колдунов. В частности, что они умели превращаться в разных животных, скажем, в медведя, волка или крысу. Собирались чародеи и на шабаш, насылали порчу и болезни. Разного рода страшные истории у Коми ходили и про самые колдовские районы и села. Испокон веков Вишерский край у Коми считался самым колдовским. По поверьям, здесь жили самые сильные и могучие колдуны. Сегодня колдунов в здешних местах, скорее всего, не осталось, либо знает о них только узкий круг лиц. Да и вряд ли какой-то знающий человек согласился бы рассказать и показать нам все премудрости этого ремесла. Мы в селе Большой Луг. Здесь еще в прошлом веке жил известный на всю округу колдун Степан Михайлович Панюков, сын известного купца. Его внук Михаил Алексеевич согласился с нами встретиться и поговорить о своем предке. Помнит он его не очень хорошо, дедушки не стало, когда Михаилу Алексеевичу было 7 лет. Но по рассказам его дяди и матери, дедушка слыл в этих местах самым сильным колдуном. Умел он в воде видеть лица воров, лечил от порчи и разных болезней, видел будущее и даже предсказал, что в день его смерти пойдет ледяной дождь. Так и случилось. А вот передать свои знания, к большому сожалению, никому не смог.
Желающих учиться трудному ремеслу не нашлось. Це велетника ще масилан відпівали, коїм старше се откажуть частні велетчини се зевщо китпе. А от кукджаляюсь, отіки завайтлас Миколай чогось велетчини, да озверми, озвудержить. Ще джаляджики се локтас армія, дядя Сашан шуани, сили сія кора судуть бать, ішу вас, мийке, вая сили яшериця. Та яке пишає, верман певелеччини, он ке пишає, он певелев, що безполезно. Ще дядь Саша Юр кинас махницями і теж муно макаро, ми питати баті огвелеч. Видиш ли, мен булам косякольня, мен сидим арес. Jeszcze ке пишітим арес, сидим арес, ми ола пишітим бо, точно питає спеледа дітінасе. А мен ці кули сидим арес воли мене. Вот. Ці ще нові саски дищоч. Если магию будешь выпячивать, она потеряет какой-то смысл. Я уже не говорю про реальную магическую силу. Это все равно есть определенные условия их хранения, передачи. Не случайно, ведь это достаточно жестко. Знания можно передать только в момент смерти или передавать определенным людям. Даже не обязательно по своему роду, а как человеку, который явно обладает какими-то психосоматическими, физиологическими способностями. Очень часто дети не владеют, и знания специфические очень. Была у Степана Михайловича и колдовская черная книга. Не раз маленьким мальчиком Михаил Панюков держал ее в руках. На страницах были написаны непонятные для маленького ребенка заговоры и заклинания, местами на каком-то неизвестном языке. После смерти деда книгу забрал к себе и увез в Сыктывкар один из сыновей колдуна. Но вскоре она бесследно исчезла. Скорее всего, черную книгу украли. Так и закончилась эпоха большелукского колдуна Миш Степана. Остались только воспоминания. Величилема меве точно сокто, но величилема се зев грамотный бур морчан. Се абу лёгвачный величилема, а бурвачный. И се вели векшува вăч тевек бур, а ен лёгвач. И кладбише вла скоро се снувусни гожем на скулу се да ёзы сумыть-то были. Вот. Был-то у нас, быть кучамка заведут героя скользисны. А еще, по рассказам Михаила Алексеевича, встречался его дед с самым известным вишерским колдуном Тюва. Много историй и легенд ходят в этих местах про него. Настоящее имя Тюва – Григорий Коюшев. Был он человеком пришлым, много ездившим и видавшим на своем веку. Обосновался он вдали от всех сел в местечке Пугдым, что в 20 километрах от нынешнего села Богородск. Сегодня мы приехали в село Нивширо к знаменитому рассказчику Геннадию Ивановичу Попову. Давайте зайдем к нему и послушаем его истории. Истории про Тюва в Нившире знает и старый млад. Геннадий Иванович Попов несколько лет назад встречался и записывал воспоминания Лидии Петровны Эргард. В середине 40-х годов она бывала в местечке Пугдым, видела дом Тюва, печку и пожарную деревянную вышку. Местный лесник тогда и рассказал ей истории про известного колдуна. Когда Тюва начал умирать, жене говорит: из дома уйди, когда я умру. Я, говорю, тебя ночью съем. Ну, умер, Тюва умер, жена в гроб положила, руки как положено, крестом положила, и на руку образок, Господний образок положила. И потом собирается идти из дома. Думает потом, ну куда я пойду? Неужели, говорит, с мужем столько лет жили и убегу из дома? Нет, говорит, не убегу, не съест. Но боится. А у них вдоль стены выше человеческого роста полка идет. В старинных домах у нас у всех это было, называется искиджаш. Там всякую утварь, да что-то по дому держали. А сама боится и туда. Полезла туда, и ближе к полуночи Тюва встал. Да, это так рассказывали. Ищет, и увидел. На полке лежит жена-то. Увидел, подошел, встал и ау. Так, а жена все дальше по этому идет, по полке. А Тюва хочет руками достать, не может руки в замке,
образок не пускает. И долго зубами щелкает, жена все перемешается, а потом петух прокричал, Тюва лег обратно, и все. Вот такое рассказывали. А еще про Тюва сложено огромное количество легенд и рассказов. Был он повелителем стихий, в частности, мог управлять водой. Говорят, что именно он послал проклятие на крыс, и поэтому с тех времен грызуны не водятся на Вишере, и что любил он посоревноваться с колдунами из соседних сел. Умел предсказывать и будущее. Известный в здешних местах колдун Тюва говорил, что с появлением церкви в селе Нившера жизнь здесь остановится. Только вот местные жители с этим не согласны. Они уверены, что только благодаря церкви жизнь здесь будет идти дальше. Да, он приезжий, он, судя по всему, как-то связан со школьничеством. Такой человек изначально уже маргинальный, на которого все стало нанизываться. Может быть, он и правда был человеком необычным. С этими раскольниками связаны, прежде всего, сюжеты о конце света. Они предсказывали конец света. Образ знающего Туна на христианской основе, вот он сыграл свою ключевую роль. Большая часть сюжетов и мотивов, связанных с Тюва, это его предсказания. Вплоть до того, что понятно, что эти предсказания начинают работать на таком локальном уровне. Там предсказал появление такого-то дома, такого-то пожара. Когда эти мелкие события создают вот этот единый образ. Знающие люди, которые, может быть, реально обладали, может, и не обладали, они сами были заинтересованы в том, что этот статус поддерживался. Потому что именно статус давал возможность. Здесь, на Нившере и Вишере, о колдунах, тыдыщах и еретниках знают в каждом доме. Сильно было распространено в этих местах и такое явление, как шева. Кликушество тоже связывали с колдовством и чертовщиной. Бабушка заболела. Сильно болеет и болеет и болеет. А дедушка у меня, Попов Михаил Романович, он, между прочим, тоже сказочник был. Он в 2 войнах участвовал. Вот. И вот такое, значит, было дело. Чуть уже не умирает, вся бледная ходит. Мы, говорит, все жалеем маму. Мама, вот у меня 24-го года рождения. И, говорит, кто-то сказал, это с Большелуга еретник Кодим Готыр. Так мама рассказала, я не знаю этого. И вот это, говорит, она дала шеву бабушке моей. А дедушка взял топор, большой, широкий самый, и пошел к этому Кодим Готыру. Возле печки всегда было у наших предков-то джек. Мясо рубить, да что да такое, да, чурка такая. Он говорит, раз в чурку это топор, так с размаху и говорит, если сейчас же не вылечишь мою жену Парасковью, вот, говорит, топор, а вот твоя голова, говорит, взял ее за волосы и сразу, говорит, срублю. Она заплакала, нет, я не виновата, пусти меня, пойди, пусти меня. Потом, говорит, она взмолилась, иди домой, все будет хорошо. Тогда начала бабушка убивается и бросится на пол изо рта. Вот такая толщиной, как змея, как бусинки глаза. Упала изо рта на пол. Мы, говорит, сперва испугались, а потом кричим, давай, ну, бросились на него. А он говорит, раз. И там оказалась дырка в полу, и туда. Лёп. Шива, да. Дедушка пришел, а бабушка, говорит, стала долго еще вот так, говорит, бледная была. Потом попросила кушать, и с тех пор, говорит, и пошла на поправку. Знахари лечили людей не только травами и заговорами. Бывало, особые ритуалы проводились в бане. У Коми баня считалась сакральным местом. Бытует мнение, что именно там есть вход и выход в другой, мистический мир. Геннадий Иванович рассказал нам еще одну историю. Есть эта дальняя родственница по отцу. Звали ее, значит, Упрещетка. Она лечила сама. Тоже, если по-русски сказать, то ведунья какая-то. И она и попросила, чтобы жена моя пришла. Она и зашла. Упрещетка и говорит, Дуня, возьми у меня мои знания, ведунские знания. А я, говорит, уже слышала, что это очень опасно взять у кого-то. Поверь, если она, знахарка, не передаст кому-нибудь из своих родственников, кого любит, да, она не может умереть.
Я, говорит, тоже знала, я испугалась, говорит, и двумя руками. Нет, не возьму, и ушла. В Вишере такая традиция была достаточно долго замкнутая, интересная. У нее своеобразные совершенно какие-то образы есть, и они сохраняются вот внутри традиции. Именно в силу вот этой своеобразности Вишера начинает уже фигурировать у всех других коми, как вот некий колдовской край. Это тоже ведь все на парадоксах. Появилась там церковь Богородицы в Богородске, икона, которая стала почитаться, явленной, которая избавляла от многих болезней, к ней стали приходить лечиться от Шивы. Центр лечения Шивы и сам же Богородск стал считаться центром воплощения этой Шивы, что вот самый такой демонологический, самый колдовской край, такой вот парадокс. Церкви долгое время не было. Исчезла линия лечения, почитания вот этой иконы, а демонологическая часть, она вот в себя забрала и осталась. Можно в любом районе Коми спросить, и почти везде знают, что вот есть такая Вишера, колдовской край. Для самих вишерских колдовской край где-нибудь там в Верховьях, на Удар очень часто ссылается, потому что тоже такой замкнутый специфический район. И в связи со старообрядчеством тоже какая-то специфика. И в связи с тем, что Удара славилась людьми, которые промышляли вот именно какими-то знаниями. Там коновалы ударские по всей республике ходили. Катальщики, которые валенки делали, тоже вот ударские. Знахари, которые зимой ходили по ближайшим каким-то районам и занимались лечением. Это все создает образ вот этого района. Самые первые жители этих мест жили племенами, и в каждом из них был свой знахарь и колдун. По словам ударского писателя Алексея Вурдова, колдунов на Ударе называли посланниками от Бога, а не дьявола. И самой главной задачей знахарей и знающих было сохранить жизнь и здоровье людей, а не наоборот, как часто принято считать. На Ударской земле до сих пор ходит множество легенд о борьбе местных колдунов с миссионером Стефаном Пермским. Наступило время, это 14 век, когда миссионер Стефан Пермский поднимался по реке Мизень, доехал до поселения Мелентьево, называется сейчас, ныне деревня Мелентьево, где жил колдун Милейко. Он как раз варил сусло пивное. Поднимается миссионер с крестом в руке и начинает крестить его. Тому все это не понравилось. Он видит, что чужой человек с другой верой, и читает заговор. Стефан Пермский тоже в ответ читает свой заговор библейский. Однако дело дошло до того, что колдун сделал так, что это сусло затвердело, перегородило реку, и миссионер не смог дальше проехать. Через некоторое время он возвращается обратно на лодке уже с воинами. И в конце концов Милейку убивают. И открывается дорога к верховью Мизени. Писатель Алексей Иванович Вурдов всю свою жизнь прожил в Ударском районе. С малых лет ходил с отцом на охоту, знал и почитал коми-обычаи. А еще был лично знаком с известным колдуном Семеном Лукичем из села Кучмозерье. Был он, вспоминает Алексей Иванович, человеком необычным, обладал большой силой, умел читать заговоры. Он меня один раз взял, мне было 12 лет, проверять путики на боровую дичь. Мы пошли, и перед нами выходит медведь. Он не пускает нас вперед. Что делает дед? Он говорит заговор. Медведь встает на задние лапы, передние тоже поднимает, так машет и кружится, танцует. Когда я это увидел, мне стало смешно. Не страшно, а смешно. А дед там что-то там поддакивает, все время что-то говорит. По-своему говорит, по старинке. Медведь покружился, порычал и потом ушел. Вот этот дед-колдун во время сенокоса из воробья сотворил голубя. Это все было на моих глазах и на глазах еще его супруги. Но супруга уже настолько она привыкла к этим вещам, она просто так поулыбалась и все. Вот он попросил воробья, воробей сел. Вот так подержал. И выпорхнул голубь.
Когда Алексею Ивановичу было 17 лет, подарил ему Семен Лукич редкостный оберег, сделанный из резцов бобра. После прохождения особых ритуалов и обрядов такие амулеты в старину дарили всем молодым мужчинам, будущим промысловикам. Он подарил, это освященный и заговоренный. Говорит, носи тогда, когда надо. Когда не надо, можешь снять, но держать при себе. Никому никогда не отдавать, не передавать. Я ношу здесь. На охоту пошел, обязательно надел. Сколько раз бывал в экстремальных ситуациях, столько раз я выживал. Вот это зубы лося. Вот это резцы бобра. Вот это лапка бобра. Их дарили, и те носили до конца своей жизни. Это все из рода моего. Родовая реликвия. Я их храню, берегу. Дома у меня маленький уголок-музей. На Ударе были и такие колдуны, которые оберегали от нечистых помыслов из глаза молодоженов во время свадьбы. На весь Коми-край и даже за пределами были известны также ударские коновалы – люди, которые ходили по селам, деревням и лечили домашний скот. И очень ценилось, когда вот эту лошадь, которая не может ходить или болеют ноги, что-то чего-то, наши коми-зыряне умели лечить, подковать, а самое главное, этой лошади продлить жизнь. И еще учили, как с лошадьми обращаться. Коми-человек никогда не отказывал ни в чем помочь. Строить надо дом – поможет. Построить лодку – пожалуйста. Он не отказывался. Он вот был таким скромным, но очень трудолюбивым. И вот эта черта во многом сохранила людей до настоящего времени. Сегодня, век цифровых технологий, телевидения и интернета, современной науки, надобности обращаться к колдунам и знахарям вроде бы и нет. Хотя экстрасенсы и народные целители найдутся и в наше время. И спрос на их услуги не пропадает. Такова человеческая природа, жаждущая тайны и чуда.